Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Долгие годы плодотворной деятельности. Я с удовольствием поздравляю всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. В Грозном прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики и перерабатывающей промышленности. На благо религии. Мечеть, реконструированная неравнодушными жителями, вызывает большой восторг. Еще одна мечеть в селении Алханкала подверглась реконструкции. Масленичная культура. В Урс-Мартановском районе началась уборка подсолнечника. О сроках и способах сбора расскажет наш корреспондент. «25 лет плодотворной деятельности отпраздновали сотрудники Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при участии Рамзана Кадырова. Данная сфера играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, развитии территорий и охране окружающей среды субъекта. О достижениях и намеченных целях расскажет моя коллега Валентина Гусевская. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева в Грозном аграрии Чеченской Республики отметили свой профессиональный праздник. Глава региона стал почетным участником события. В первую очередь Рамзан Кадыров осмотрел выставку сельскохозяйственной техники, на которой трудятся местные фермеры. Министр сельского хозяйства Висхан Мацуев показал новые машины для автопарка аграриев. Самый новейший летом, зимой, проблемы, кондиционирование, холодильник, все, массу условий, компания, самые дикие условия. Салам алейкум. Рездуш кабанчан. Hoş давай. Küçük daha томега дошел. Площадь сельской продукции, Местные производители показали результаты своей деятельности на ярмарке продукции. В Чеченской Республике есть чем гордиться. Были представлены молочные продукты, мясные изделия, фрукты, овощи, мед и многое другое. Можно кепки под разные думаешь? Молочай, Черный принц, голдаш, он бежит, кларин. Ну, она обойдет, да. Взятки латы вож. Баско типа фиш тоже. Обычно иду с малиновым чаем, потому что вещи. Чем будет? Вместе больше. Компания Injuriu, которая производит более 70 разновидностей безалкогольных напитков. Также мы развиваемся ежегодно, показывая прирост от 30%. Если говорить о территории, мы покрываем всю территорию Российской Федерации, а более усиленно мы взяли курс, так скажем, сейчас это на Москву. В Москве мы прям продаемся уже через собственную логистику, собственную розничную торговую команду. В следующем году планируем выйти уже на Узбекистан в таком же формате и ежегодно мы обновляем наш дизайн работы. Министр вайкне. Хочу резать. Министр резать? Чоду. Чо бака бертки конфу. Диквал лава коровы. Диквал алла. Мясное направление было открыто в 2013 году. Вот 11 лет уже на рынке, продается в Чеченской Республике, в Республике Дагестан, в Ингушетии. Но в этом году планируем выход и в Ставропольский край, Краснодарский, Ростовская область. Особый вклад в сферу производства фермерских товаров внесла компания КФХ «Жайна». Продукцию предприятия также представили на ярмарке. Качество, вкус. Типа, сюда я отсекся. Нормально. Где там мои рыбы? Плавают? Плавают, живут. Что у меня зевать?
сада и химикаты, вот за 6 месяцев год активно самый ликвидный натуральный продукт. Оборудование итальянский, нет. Я свой отдельно упаковку доктор давно. Ja, det är det. Ja, då så. Ja, На выставке были продемонстрированы и результаты деятельности инженеров. Для нужд сельского хозяйства были разработаны уникальные в стране дроны. Отличие от самолета, покрытие, верхняя и нижняя обработка, полное покрытие зоны, карт задатным чулкам, ролика и дальше. Автономный генератор, независимость от погодных условий, в любое время волба и шелшу. Киман свой дохды, ким вахта и шелшу. Холеруя, как дохды, он мохра, как чудо, за 15 минут уже дальше волба и шелшу. Я бы кукурузик халдах кукурузик свой. Легко расходчик холер, хуна уже приобрести чудо расходчик, автономный генератор. 50 литров, ютсу халяв. Подобрен халяв, что и мох, что мох бандош, что лубу масло День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается уже 25-й год подряд. На официальной части торжества все присутствующие посмотрели видеоролик о достижениях в сельскохозяйственной отрасли региона. Всего в регионе 3,5 тысячи фермерских хозяйств, за которыми закреплено 129 тысяч гектаров земли. Ими обеспечиваются нужды не только Чеченской Республики, но и других регионов. В приветственном слове вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства региона Висхан Мацуев рассказал о достижениях ведомства за последние годы. Аграрии уверенно смотрят в будущее, ведь для них создаются все условия для плодотворной работы. Благодаря созидательной пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далазат Хобал Дольцин и вашему личному вниманию, за сравнительно небольшой срок нам удалось достичь устойчивого развития агропромышленного комплекса в регионе. Хотелось бы также выразить благодарность работникам агропромышленного комплекса Чеченской Республики за труд и носимый вклад в развитие нашей республики. Как мы знаем, работа тружеников сельского хозяйства является одной из самых значимых и востребованных на сегодняшний день. А сельское хозяйство является одной из основных отраслей реального сектора экономики. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики успешно реализует множество проектов, внедряет высокие технологии, направленные на повышение эффективности агропромышленного комплекса в регионе, а также активно помогает развитию крестьянско-фермерских хозяйств. На сегодняшний день основные показатели сельского хозяйства отражают положительную динамику роста. В декабре 2023 года завершилось строительство комплекса после уборочной обработки зерна в городе Аргун мощностью 50 тысяч тонн и стоимостью 1,4 миллиарда рублей. За первое полугодие 2024 года создано более 580 рабочих мест. Объем производства продукции сельского хозяйства за январь-август 2024 года составил 29,1 миллиарда рублей. Индекс производства составил 104%. В текущем году за счет сил и средств сельхозпроизводителей региона очищена и восстановлена мелиоративная сеть протяженностью более 150 километров. Также ведется борьба с опустыниванием и обустройством пастбищных угодий, в рамках которой реализуются два проекта по фитомелиорации на площади 5000 гектаров и общей стоимостью 147 миллионов рублей. Всего в текущем году вовлечено в оборот более 1000 гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культурно-технических работ. Таким образом, невооруженным взглядом можно увидеть кропотливую работу, проделанную командой первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далазат Хобал Дольцин. Рамзан Кадыров поздравил аграриев, отметив, что у региона есть еще больший потенциал в сфере сельского хозяйства. Я с удовольствием поздравляю всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. В начале 2000-х мы восстанавливали аграрный комплекс практически с нуля. Парк сельхозтехники нуждался в обновлении, поля были заброшены. Сейчас у нас более 7300 единиц агротехники, а среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве свыше 170 тысяч. Вы проводите огромную работу над развитием сельского хозяйства и делаете большие успехи. Но нам необходимо достичь того уровня, в котором каждый метр земли будет засеян. Важно, чтобы все жители, имеющие участки, занимались сельским хозяйством. У нас есть большой потенциал
потенциал, земля, золотые руки людей. Нужно внедрять новые методы, технологии и грамотно их использовать. Я благодарен каждому, кто вносит свой вклад в развитие аграрного сектора. В продолжении мероприятия Рамзан Кадыров наградил заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства региона Висхана Мацуева медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, за исключительные заслуги перед регионом, вклад в дело первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Мацуев Висхан Зелимхаевич, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Чеченской Республики. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства, безупречную добросовестную работу награждена почетным знаком за трудовое отличие помощник главы Чеченской Республики, руководитель КФХ Жайна Зарган Кадырова. Награждается почетным знаком за трудовое отличие Кадырова Зарган Ахматовна, помощник главы Чеченской Республики. Еще аллелячу иногда до 1600 крупных рогатых скотью, до больше 3000 до Усталбу, до Шарах 450 тысяч до Кутам Кобдац, до Кидаю сельхозпродукцию, до самый лучший, до молочный, до особенно осющу дать, но просто так лячу иногда даст, да. Также были отмечены другие специалисты в сфере сельского хозяйства региона. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чеченской Республики» Висалиеву Алихану Асламбековичу, заместителю министра сельского хозяйства Чеченской Республики. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Татаев Лечи Алиевич, президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Чеченской Республики. Ще 86 году до индивидуального сельского хозяйства был большой Я интересуюсь и с интересом работаю, и мне очень приятно работать среди тружеников села. Тем более я еще будучи мальчишкой, значит, когда в школу ходил, значит, помогал матери в свекловичных плантациях, других третьих колхозных работах. Я привык к этой земле, и с землей, значит, у меня связана жизнь. Впечатление сегодняшнего мероприятия очень такое хорошее, приподнятое. Тем более, когда меня, значит, так наградили, еще, значит, так, глава Чеченской Республики. И, между прочим, он у нас фермер номер 1. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову было присуждено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» за активную общественную работу и многолетний плодотворный труд. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут. Лично поздравил специалистов сельского хозяйства полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Я от души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Вы делаете большое нужное дело не только для республики, но и для страны. Вы кормите всю страну. Поэтому вам низкий поклон и самое наилучшее пожелание. Всего вам самого доброго. С праздником. Всего. Будьте счастливы. В продолжении празднования Министерство культуры региона подготовило для собравшихся концертную программу. Праздничное мероприятие подошло к концу, однако выставка достижений сельского хозяйства региона продолжилась на главной площади города. У жителей и гостей региона будет возможность ознакомиться с продукцией местного производства и на следующий день. Под руководством опытных специалистов сельского хозяйства Чеченская Республика достигла значительных результатов в развитии отрасли. Несмотря на достижения, фермеры уверенно стремятся к новым высотам. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
После торжественного мероприятия глава региона провел личную встречу с полномоченным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Юрием Чайкой. Стороны обсудили вопросы социально-экономическое развитие республики, инвестиционный потенциал и туристическое направление. Полпред отметил, что регион с каждым годом преображается, и в этом заслуга Рамзана Кадырова. Начальник службы безопасности главы субъекта проведал личный состав спецподразделения СОБР Ахмат. Адам Кадыров передал сотрудникам новую технику для эффективного решения повседневных служебных задач. Как прошла встреча на территории части и что еще ожидало военнослужащих, расскажем в следующем сюжете. С особой миссией на территорию специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР Ахмат прибывает начальник службы безопасности главы субъекта Адам Кадыров. Товарищ начальник службы безопасности, главу Чеченской. Личный состав построен. Доклады команды батальона Эдило. Вольно! Вольно! Салам алейкум! Он уже длительное время уделяет пристальное внимание силовой части региона и является куратором нескольких подразделений. На этот раз очередную помощь Адам Рамзанович передал бойцам. Новую технику марки «Лада Веста» от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу. شوقني دقنا أستيدو دقوجيدو وينا بعض خلر هريوت لريش خلر دق دزولادو يقط ويتسوينا سو شدال دق دادول ومكتاس بروتشينيل الماشين شو توش نالين فوندير شدال شو نشبيك تيول أخبار تكبير الله أكبر. Тут же состоялась церемония награждения наиболее отличившихся указом главы Чеченской Республики за личные заслуги в деле защиты интересов Отечества, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Наивысшую награду региона – орден Кадырова вручили командиру подразделения Тимуру Эдилову. Награждается орденом Кадырова подполковник полиции Эдилов Тимур Саидмагомедович, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Еще ряд сотрудников были отмечены государственными наградами за добросовестное выполнение своего воинского долга. Тимур Эдилов, в свою очередь, поблагодарил руководителя субъекта Рамзана Кадырова за всестороннюю и регулярную помощь, направленную на обеспечение личного состава, и отметил их готовность и впредь трудиться на благо Родины. آدم تنكرات رواتن دير صلوا فباتشن دا سيدول دا على شويلة قصتان شواش إنت صدق مغديش وأنا أصديش إيش حدوش تطوى تانا شكرات مواتن بيش نجراتش لوشام ماشين صوش تعشر وأنا أصديش وابينا تترجوينا تدوق نوانا دير صل آدمنا إيش خدشك أنت تخونوا ديكنا وانا تخوتيبو تخون قهيق وبشي خلات هوندا خدشك انتش تخوتين خلونا جاه ديكنا موسم خيلش СОБР Ахмат зарекомендовал себя как мощная боевая единица, способная эффективно выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности и правопорядка. Руководство республики поддерживает их наряду с остальными региональными подразделениями, создавая условия для комфортной работы. Лейла Муртазова, Мауср Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Несмотря на то, что власти республики на регулярной основе строят и реконструируют мечети во всех районах региона, есть и те, кто сами изъявляют желание быть частью благого дела. Так жители Алханкалы расширили место в святыне для вместительности верующих. Увидеть преобразование удалось нашему корреспонденту Турпулали Тайсумову. Центральная мечеть в селе Алханкала существует с 1990 года. За последние несколько лет число прихожан значительно увеличилось, и места стало не хватать. Проблему решила группа молодых людей под руководством старейшин. Не доводя до властей, они самостоятельно построили внутри дома Всевышнего второй этаж, провели косметический ремонт и новое отопление. В Священную Пятницу здесь совершили первый общий намаз и прочитали проповедь.
По словам имама села Саид Хусейна Ларсанова, к созданию благоприятных условий приложили руку большие мастера. Однако из-за скромности они пожелали остаться неизвестными, но их идею и реализацию оценили все жители. Второй этаж сайын хуштак бо аз дел возлор. Оз материалат адал доштул ахш доцурик цасуам хаца үеч о юрта болш кегишнах. Цар шенкүйгини второй этаж. Тхун дал мула о межген үешту чумана хужранна كشنشكا كش داخديش متاح مصوش متاح ضعيتنا قهيوكش بو كيجناخ كيجناخ تاغن سخيلش تخيش ياتر دال ديكنز بيقن بويلتان دال اخشاج ليلوجلور شومانت احا بيركت дойльтан. Участники ремонтных работ рассказывают, что расширить количество мест для молящихся их побудил зов сердца, и теперь мест хватает всем, кто приходит совершить богоугодное дело. Это же отмечают и старейшины. Абдул-Керим Курбанов – один из немногих видевших святыню в начале 90-х, когда условия были куда скромнее. شيء بول خنيق شيء ولقش وعاق ويسن شيء ديوزل بول شا شيء ولقش دول شا أخ مردق ولقن دينا حبوسة خنحوش عشبو قاستنس أنت عقيمت كتول بك خيق أتبلينيق إشتاي شو لروش بيسن حبوش تعبوش هديل قيت متشت لروش حبوش بوش قاستن أخجا حلقة سبيق تاري بطريق شر إيشت بوسو بشوش أتبلين هم توب بول غيرس ألا كيجيت بيرش شيء قردا بولنستو غيرس بول وحايلنا يأتبلون مهار وشوان توب بول بولنستو. Такие поступки высоко ценятся и представителями власти. Это показывает заинтересованность и бдительность жителей по отношению к своим родным местам, в котором живут уже несколько поколений. Мечеть, реконструированная неравнодушными жителями, вызывает большой восторг, а благо, которое они заработали таким добрым поступком, будет увеличено Всевышним многократно, как говорит Творец в Священном Коране. Турпа Лолита Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. В Урус-Мартановском районе активно идет уборка подсолнечников. Когда и как осуществляется сбор урожая, оптимальные сроки и о других важных аспектах этого процесса расскажет Марина Бестаева. Уборка подсолнечника – это важное и ответственное мероприятие. Нужно учитывать время и спелость зерна. Посмотрев на поле, можно подумать, что с уборкой урожая опоздали. Растения бурого цвета и полностью высохшие, но нет. Сейчас самое время для сбора масличной культуры. Посеял я его где-то 10 июня был посев. На гектар высеяно было 50-60 тысяч семян на гектар. И в этом году урожайность тоже нормально получилась. В прошлом году у меня было 18 до 20, в этом году 25 центнеров с гектара у меня выходит. Руслан Дадаров трудится на полях Урус-Мартановского района. Хозяйство агронома небольшое. Подсолнечник сорта Евролайтинг высеял на 50 гектарах. Сейчас полным ходом идет уборка яровой культуры. Это займет около 20 дней. В следующем году тоже планирует высеять эту же культуру. Говорит, она рентабельна и выгодна в последние годы. На этот участок я сейчас как подсолнуху уберу, посею пшеницу. Сорт бумба, думаю. Всего в Урус-Мартановском районе было посеяно озимых и яровых культур на 17 800 гектарах пашни. Средняя урожайность составляет более 30 центнеров с гектара. Было также посеяно подсолнечник на площади 1850 гектаров, кукуруза 1120 гектаров. Значит, было посеяно рапс озимый, в том числе отходит эти 17 тысяч. И также был посеян лен у нас на площади 311 гектаров. Все яровые озимые культуры, за исключением подсолнечника, на площади 300 гектаров у нас осталось убрать подсолнечник, и кукуруза более 200 гектаров. Средняя урожайность составляет 16 центнеров. Так хочется отметить, если мы в данное время подсолнух убираем, очень хороший урожай, хорошо. Более 24 центнеров получили. Это очень хороший показатель. И также мы сейчас в данное время у Дадарова тоже хороший урожай, только сегодня начали, предположительно более 20 центнеров получает он.
Помимо текущей уборки, параллельно нужно думать и о посевах на 2025 год. Озимые в следующем году аграрии высеют на 12 тысячах гектарах. Сегодня посеяны озимые, значит, пшеница на более 2500 гектаров, а также посеяно рапс 1200 гектаров. Ну, также ведутся подготовительные работы для дальнейшего сева. Ну, так как в этом году с осадками у нас вот слабовато, разделка почвы у нас очень затягивается, так как сухая земля, большие затраты у нас. Ну, остальное, я думаю, что мы уложимся. План посева озимых тоже под урожай 2025 года. Собранный урожай отправят на склад для первичной обработки, очистки от примесей и дальнейших агротехнических мероприятий. Часть семян оставят для будущих посевов. Культура подсолнечника неприхотлива и прибыльна, так что и в следующем году поля нашей республики будут украшать эти желтые цветы. Марина Бестаева, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.